Как продать государственную школу самому государству? Вам кажется, что это абсурдный вопрос. Но в селе Гавриловка такое все же провернули. И Алмазбек Атамбаев, и Феликс Кулов сыграли не последнюю роль. Подробнее расскажет Адян Аламсеитова. Начало 90-х. Развал Советского Союза. Кыргызстан срочно проводит приватизацию советского имущества. Под раздачу попадают и школы, и детские сады, и многие другие объекты. Но к 1995 году приходит осознание, что этого нельзя было допускать. Аскар Акаев подписывает указ, чтобы все социокультурные объекты были возвращены государству, причем безвозмездно. В целях предотвращения массового закрытия и продажи детских дошкольных учреждений, общежитий, аптек, оздоровительно-лечебных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры с перепрофилированием их деятельности, а также урегулирование вопросов, связанных с их дальнейшим использованием. Обеспечение социальной защиты населения постановляю. Считать, что объекты социальной инфраструктуры не подлежат реализации государственными и приватизированными предприятиями и учреждениями, независимо от размера государственной доли в уставном фонде. Если такие объекты находятся на их балансе, либо были переданы безвозмездно в процессе приватизации на условиях сохранения существующего порядка их использования. Это та самая злополучная школа. Построили его еще в 1967 году. После развала колхозов его передали сельхозкооперативу Шопоков. Но в 1995 году было принято решение вернуть все социально-культурные объекты обратно государству, причем безвозмездно. Но не тут-то было. Запасайтесь попкорном, история будет длинной. В 1996 году правительство устанавливает перечень школ, которые подлежат передаче местному самоуправлению. Но Гавриловская школа туда не попала. В дальнейшем этот список расширялся. По сути, было лишь делом времени, когда школа официально перейдет в собственность Айлукмэту. Да и сельхозкооператив был владельцем лишь на словах. Да, я работала как раз директором школы по 2005 год. В эти годы финансировал нас отдел народного образования Сокуловский. И только последние, по-моему, 2-3 года мы получали зарплату от Айлы Акмату. И все. На ремонт школы мы собирали денежки с родителей. Кооператив Шопоков помогал. Именно председатель, когда был Владимир Васильевич Гребцов, он помогал каким-то, что-то материально выделял нам, какую-то помощь там, 2-3 раза в год. А так нет, все, отдел образования. Наша история начинается в 2006 году с приходом на должность директора сельхозкооператива Заводбека Умиталиева. Он напрашивается на прием к Феликсу Кулову. На тот момент премьер-министр, выслушав его, подписывает распоряжение оценить школу и выкупить его у сельхозкооператива, тем самым создав прецедент. Мы посмотрели базу данных Министерства юстиции по нормативно-правовым актам и не нашли похожих распоряжений или других документов по выкупу школ. В 2007 году уже другой премьер-министр Алмазбек Атамбаев издает свое распоряжение по школе. Тогда-то мы понимаем, что оценили здание и территорию в 12 миллионов сомов. На тот момент это почти 400 тысяч долларов. Все эти деньги были перечислены сельхозкооперативу. Но опять же вернемся к действующему указу президента от 1995 года. Считать, что объекты социальной инфраструктуры не подлежат реализации государственными и приватизированными предприятиями и учреждениями, независимо от размера государственной доли в уставном фонде. То есть фактически распоряжения Феликса Кулова и Алмазбека Атамбаева противоречили указу президента. Дальше больше. Жители Гавриловки подают коллективное обращение в прокуратуру, но и те отписались, что все, мол, законно. В настоящее время вышеотмеченные распоряжения премьер-министров Кыргызской республики и договор купли-продажи имеют законную силу. Рамис Маткеримулу был в числе тех, кто подал обращение в правоохранительные органы. Он утверждает, что заключение ГКНБ фантастическим образом пропало. Анализ итогов рассмотрения коллективного обращения дает основание полагать, что в 2007 году группой лиц, в том числе занимавших ответственное должностное положение, по предварительному сговору в незаконных целях личного обогащения была проведена махинация по необоснованному выводу бюджетных средств в особо крупном размере для приобретения активов, фактически принадлежащих государству.
Собранные материалы по данному факту были направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и принятия решений по существу. В АКС ГКМБ писали, там, как нам сказали, дело должны были завести. Они вынесли заключение, что факт коррупции по продаже школы есть. И материалы дела они передали в Генеральную прокуратуру, но каким-то непонятным образом все материалы пропали. И никто не знает. Запись в кадастре появилась 14 сентября 2006 года. Аккурат через неделю после создания оценочной комиссии Министерства образования. Но до сих пор школа записана на сельхозкооператив. Более того, постановлением правительства Умирбека Бабанова от 2012 года появляется уже законное основание для передачи школы Айлыкмыту. Перечень объектов для возврата в собственность местных сообществ включается как раз-таки Гавриловская школа. Но Министерство юстиции почему-то долгое время не включало эти изменения в полный список, практически игнорировало. Только после нашего звонка Минюст сделал исправление. Я хотела узнать, вы внесли изменения или нет? Что там с постановлением? Это постановление было, это просто связка не была установлена. Там какую-то причину мне говорили, я забыл. А сейчас все нормально. Савотбек Умиталиев был полностью уверен, что на сайте Минюста Гавриловской школы нет. Что өзіңіз айтқан 531, что шу? 531 жоқ болчу мен На 10 жолу бар? прокуратурада карап чыктым. Ну, значит, бұл вопросты өкмөткө задавать еткиле. Но как так получилось, что премьер-министры раз за разом встречались с Заводбеком Умиталиевым и подписывали распоряжение? Возможный ответ мы нашли в кадастровой истории конторы сельхозкооператива. Этот дом был раньше конторой колхоза Шопокова, а в 2009 году продает некому Ахматову Султанбеку. И случайным образом его сын Мирбек Ахматов работал в правительстве у Феликса Кулова. Еще одно имущество сельхозкооператива «Зерносклад» достался якобы бывшей жене Заводбека Умиталиева. Да, это Улкыс Омирбека является его бывшей женой, но на данный момент они вместе проживают, но не являются, по закону не являются супругами. Почти каждая продажа имущества сельхозкооператива стала предметом судебных разбирательств и вызывает множественные вопросы. Но единственный за всю историю Кыргызстана прецедент продажи целой школы самому же государству остается для прокуратуры законным.